Не оставаться в стороне от добрых дел. Продукты первой необходимости, чай, гречка, рис, мука, консерва, а еще средства личной гигиены, постельной принадлежности и не только. Словом, список большой. Общая поддержка, когда она так необходима, жители Ингушетии приняли активное участие в этом важном деле. Они звонили в оперштаб по оказанию гумпомощи беженцам и вносили свою посильную лепту. Буквально дней 10 местное население, в общем-то, наши граждане принесли помощь, и тем более не остались федеральные службы, ФСО и еще некоторые МВД, но, в общем-то, принесли свою помощь, и мы сегодня вместе отправляем. В общем, безучастным никто не остался. Все это время волонтеры Молодой гвардии, Единой России, штаба «Мы вместе» помогали с сортировкой товара. Сейчас же они загружают очередную фуру. Каждый осознает личную ответственность и то, насколько ценен этот груз для сотен людей, которые его получат. Такая акция проводится не первый раз и не в последний. Мы надеемся помогать людям. Это наша задача как волонтеров. И штаб Единой России нам при этом всегда помогает. Загружают продовольствие в больших объемах, чтобы жителям Донецка и Луганска всего хватило. В груз входит почти все необходимое: одежда, продукты питания, постельные принадлежности и даже игрушки. Ингушетия активно в деле оказания гумпомощи. Этот груз намеревались отправить ранее, но пришлось ждать около 2 недель до нового рейса. Там была загружена ростовская база, куда мы отправляем основную помощь. И 8 числа только нам дали разрешение принятия нашего гуманитарной помощи. И сегодня, первый понедельник, рабочий день, мы решили все-таки отправить эту помощь, которая действительно она необходима. И тем более наш глава республики Мухаммад Али Макшарипович под пристальным вниманием. И все время мы докладываем ему, когда, что, какое количество. И самое главное, в течение дня бывает даже несколько раз звонят, на каком уровне, где доехало. И по окончании, конечно, мы приходим, докладываем ему. Духамаж, и продукты, и хар, шекер, тахат, осну, кездух, охар, ازدادوا ديش خلي أن بزيافكم ده صار حياته زيافك حجامة وخبطوخ по всей России заявка же. Оперативный штаб создан региональным отделением партии «Единая Россия» по оказанию гумпомощи беженцам и координации деятельности по временному размещению жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик, работает в режиме нон-стоп. На очередном заседании уже обсуждают детали отправки следующего груза, который запланирован на ближайшее время. Сейчас нам дали информацию, что, в общем-то, необходимо отправить воду. Будем отправлять фуру в ближайшее время. Помощь для беженцев из Донбасса оказывают по поручению главы региона Махмуда Али Калиматова. Сейчас важно не оставаться в стороне, когда люди очень нуждаются в поддержке. Мы своих не бросаем, и наши братские республики мы будем активно участвовать в помощи и, соответственно, переживаем за события, которые происходят там в целом. Гуманитарный груз для эвакуированных жителей Донбасса доставит распределительный центр в Ростове-на-Дону, откуда его отправят в места временного пребывания беженцев. Даже водители больших грузов с удовольствием выполняют рейсы, осознают значимость своей работы. Людям там помогать надо. Хоть какую-то миссию, я хоть маленькую вклад, но сделал тоже в это дело. Надеюсь, в дальнейшем тоже будем помогать возить эти грузы. Присоединиться к доброй акции может любой желающий. Для этого достаточно обратиться в региональный штаб партии «Единая Россия». Любая помощь приветствуется. Также в Ингушетии подготовили для беженцев пункты временного пребывания. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.